Салома – гэта золата Беларусі. Таму зусім не дзіўна, што дзейнасць майстроў па саломапляценні, як нематэрыяльнаму праяўленню творчасці чалавека, беларускія мастацкія практыкі саломапляцення нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. А таксама саломапляценне ўвайшло ў спіс нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКА. Саломапляценне – наш нацыянальны гонар. Гэты від творчасці цесна звязаны з абрадамі і культурай нашай краіны. На Юўшчыне ёсць таленавітыя майстры, якія займаюцца дадзеным напрамкам прыкладнога мастацтва і перадаюць яго сакрэты наступным пакаленням. Адным з такіх прадстаўнікоў, носьбітаў элемента нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь, мастацкія практыкі саломапляцення Гродзенскай вобласці, з'яўляецца Вера Чурэйна. Майстар народных мастацкіх рамёстваў, аддзела рамёстваў і традыцыйнай культуры Іўскага цэнтра культуры і вольнага часу. Вера Паўлаўна з'яўляецца народным майстрам Рэспублікі Беларусь па саломапляценню, лаўрэатам прэміі імя Дубко Гродзенскага аблвыканкама за творчыя дасягненні ў галіне культуры і мастацтва у намінацыі «Народны майстар года». Майстрыца вядзе актыўную выставачную дзейнасць. Вырабы Веры Чурэйна неаднаразова адзначаліся дыпломамі і граматамі рознага ўзроўню. Саломка так уплялася ў жыццё Веры Паўлаўны, што стала неад'емнай яе часткай. Ну вось любімае жыта каласіцца і пачынаем жаць яго. Ну, вось так, снапочки. Складываем у снапочки, завязываем и потом сушим гэтую солому. Заготовавши и нажавши соломы у поле, мы ее привозим и начинаем ее сушить. Мы ее заготовываем такие снапочки, раскладываем и периодично ее ворочаем снизу и сверху. Бачите, на такие лаги, как бы из-под низу было поветра, а солнце сверху. Гэта жито заготовавши таким зеленым. Жито я заготавливаю у 3 процессы. Гэта коли до колосования зеленое жито. Потом, коли оно колосуется, но оно колосуется, підаете на купальня, это уже так и к этому и иде. И уже последний этап, третий, коли уже оно наливается, зерно еще мягкое, не твердое, а мягкое. И вот это третий такой этап заготовки соломы. Ну, вот так мы ее ворочаем. Бачите, тут желтенько уже солнце, тут зелененькое, вот оно от солнца жовтеє. Ну, коли солома высохла, уже мы ее подрыхтовали, высушили, мы начинаем такой процесс заготовки соломы, как ее чистка. Ну вот берем соломину и начинаем ее чистить. Вот так обрезаем колосок, обрезаем коленцы. Это верхнее коленце, а это среднее коленце. Ну и нижние коленцы. Нижние коленцы особливо идут на аппликацию, альбо на павука, если толстые это коленце, это самое. Среднее коленце идет плоское плетение, это зубатка на капелюши, потом идут на кветки, там на ляльки, когда мы ее щипаем, каб ляльку зробить, мы ее щипаем. Ось у меня такая есть шчапилочка. Щипаем ее на
тоненько. І ось тады з пучка робім ляльку. Альбо кветку, зубатка з добавленнем. Но калі парабіўшы ўсёй сям'ёй, мы загатавліваем салому ўсёй сям'ёй, што на полі, што вот стрыжэм. Зімой сядала ўся сям'я, і ножніцы ўзяўшы і стрыглі гэту салому. Потым мой гаспадар глядзеў, яму, наверное, натаела, больно. Ён придумаў мне вось такі станочак. Сделаў разакі. І вось я ўжо бяру не одну саломіну, а бяру вось пучок, які попадзе, бачыце? Всё, чик, каласы обрезала. Тады ставлю вот коленца до коленца, ну, каб не одно уже, вот их несколько штук. Бачите, что вот по одной соломе стрыгчы, а что вот поставила у серединочку, и мне обрезается уже с двух сторон. И все. И раз, так на соломка сухая, ось туды зложили. И тут знов ложу коленцы до коленца. Это облегчило процесс, конечно. Все. У день я гэтым станком, ну, если я седаю с 8 раницы, так скажем, и я ампантанны чалавек, я працую без обеду, без нічога, і я, да, гэта так. І я працую і да часу ночы, то я магу до 10 снапкоў пачысціць, 8, 10, 5, ну, это от часу. Ну, от 5 до 10 снапоў я за день могу почистить. Поэтому на процесс по очистке соломы ідзе у мяне, ну, дней 10-15, вот такі час. Чтобы посушить солому, это, ну, тыдні 2. Если хорошая погода, это тыдні 2. Чтобы яна хорошо высохла, ну, вы бачили, я ворочаю яе, и чтобы яна хорошо высохла, это вот на гэта так надо по часу. Ідзе другі процесс, гэта солому отбеливаем, если яна плохая, ржавчиной покрытая, бо як дождливая, як і гэты год дождливая погода, то яна, ну, непрыгожая, і яе трэба адбяліць. Покажу процесс, як я адбеливаю. Адбеливание, значит, у мяне вось такі ёсць, ён нержавейка, это все мне мои родственники, сябры, яны мне дапамагали приобрести такие всякие штучки для заготовки соломы. Гэта зрабілі мне подарунок такі, когда ложим сюды гидропироль, то ён не разъедае и ржавчыны не мае. Бачите, я уже колькі гадоў уже я з ёй працую. Я и замочваю, когда для працы ложу и заливаю кипнем. Бачите, оно у меня получается большим таким объемом. Вот, закладываю солому. Вот так закладываю солому, заливаю перегидроль. Теперь розная перегидроль есть, и 36%, уже появилась 50%. И вот на гэты бачок, а тут идет 15 литров воды, на 15 литров где-то 200-300 грамм 50%. Если 36%, то на гэты получается на 15 литров добавляла где-то литр. Ну, в зависимости, какая солома. Если яна чистейшая, то там менее трэба. Ну, это уже я гляджу у час кипения. И гэта все кипятится 2 часы. Потом я ее промываю хорошо. Но я это все стараюсь зрабіць, як погода, у меня такие процессы ідзе. Я ее чищу, ложу, ставлю кипятить. Вот так я ее раскладываю и сушу. И оно сушится солнцем. Солнцем также сушится уже отбелившийся. Таким вот способом я ее раскладываю. Вода стекает, солнце суша. И потом я ее снова складываю
у яшчачкі папяровыя гэтыя коробкі, папяровыя, таму влага, чтоб не это самае. Ну і складзірую. Высохла солома, і я яе сортирую по толщине. У меня каждая соломочка, видите, одна вот толще, другая, а есть еще тонюсенькая. И все я это раскладываю по толщине соломку. Все, сложила в ящики, и тогда, когда мне треба уже робить что-то, какое-то изделие, там, что я задумала, капелюш, корзинку. Для корзинки у меня это верхний сегмент идет. Это вот верхний, который, где колосы обрезаем, это верхний сегмент. Это серединка, это вот уже для капелюшов, это для корзинок. С этого плетется винт, винт. Ён ідзе расширены з 6, з 5, з 7, з 4, розная колькасць соломін. Ну, што задумаеш, як колокольчик, то можно и от 5 и выше, до 8. Если я роблю красивые сувенирные бутылки, там идет от 8 до 15-16, ну, в зависимости, який объем. Для плетения, для корзинок идет у меня с 5 соломин винт. Ну, а с середняка, я ж кажу, идет капелюши, сумки, плоское плетение, ляльки, кветки. Я не спробовала, но хочу поспробовать это плетение в этом году. Хочу поспробовать и корзинки с плоской, вот, с плоского плетения, поспробовать корзиночки делать. Як яны атрымаецца у меня, ці не атрымаецца. Ну, может, атрымаецца. Ну, а зараз я вам хочу показать витое плетение. А есть прямое, спиральное, плоское плетение. У плоское плетение это идея, як мы кажем, у меня идея, но на донышко корзинки. Там идет шахматка, паркетка через 3. Ну, кто як уже задумає. Я больше роблю плоское плетение шахматка, это для корзинков. Но чтобы сплести корзинку, я роблю плетение, витое плетение. Вось такий кавалочек дроту, памерам, які мне патрэбны. Гэта у мяне на вітушку ідзе 45 сантиметров. Гэта вот. І уставляю, чтобы не видать было, уставляю соломину. Закрываю гэту дротик, каб ён быў не видный, соломиной. Ну и все. Обрезаем. И на гэтае плетение мне ідзе 5 соломин, но витое плетение есть не менее 4 соломин, потом ідзе от 5 и до колькости, ну, самая большая колькость у меня это было 15 соломин, до 15 соломин. Особливо, ну, то если там на колокольчик, там ідзе 5-7, уже более не треба. Ну, вось і замацоўваем гэту соломину. Но яшчэ хто вот, чтобы оно было ровное плетение, с 5 соломин я вершком делаю 2 и низом, и 2 вершком. И вот тогда оно у меня будет ровненько идти. Ну и завязываем, замацоўваем на дрот. Я плесці вельмі люблю. Для мяне пляценне гэта асалода майго жыцця. Асалода майго жыцця. І хто захоча, ой, рабіце, хто хоча, вот учыцеся, глядзіце ролики, глядзіце, хочаце, прыязджайце до нас, мы навучым. І вось так мы раскладываем
ровненько, як лучики сонця. І, по-перше, ідемо, перше ми проминаем, это як ми починаємо, ми першу соломину проминаем, ложим на другую соломину, а потім уже йде на каждую соломину, на каждую соломиночку. І ось так, бачите, вот, медленнее, вот. И ровненько, ровненько пошли крутить. И вот так, это просто, не, видите, раз и все пошло, одним вот, на в уголочек ровненько, на в уголочек. И так вот плетем. Это вот у меня такие, скажу, для корзинок. Есть у меня теперь употребляют и для кокошников, для вяночков, ну, для всего. Это такий вид плетения, что он для усяго. З яго можна все зробити, з гэтага вот вида плетения. И капелюши можно даже зробити з такого плетения на дрот у меня. Я робила такие, як кажуть, пригожие капелюши. Ну, я сама вельми люблю плести капелюши, бо першее, что я зробила, это капелюш. И мне это нравится. Я уже сколько понаробила таких и жаночек, и всяких, и мужских, и картузы, и, ну, и вось. Ну, вось это я роблю ровненько по углу. Теперь я могу перейти на 4 соломины, Я перехожу, одну пропускаю, и вот уже получилось 4 соломины. И яно уже будет другий виток. Бачите, уже вот другий виточек получился. Чтобы расширить соломину, мы ее ложим за соломинку, не на соломинку, а за соломинку. За соломинку. Ось туди, Коли нам надо зробити звуження соломи, значить ми перед соломинкою ложимо. Перед соломинкою. І ще хочу показати, як додаю соломину. Ось як я додаю соломину, щоб продовжити цей винт. От, бачите, у мене соломинка остається. И яе надо ровненько, при любом, чи ты завужаешь, чи расширяешь, яе надо ложить ровненько по уголочку соломы. И отрезаем, и в соломиночку уставляем. Все, вставили соломку. И она замацовывается. А если мы положим довжей вось сюды за соломину, и она расщепляется и будет непригожа. И если положим менее як на уголок, и она выскочит, даже если ты ее замацуешь, она начнешь сбирать изделие, она все равно выскочит, и все, и змарнуем само изделие. Вот когда солома, бачите, соломка одна идет, конец ее толстенький, а другой тоненький. Когда мы наращиваем соломину, мы вот у толстую соломину мы закладываем тоненьким концом. А вот уже у тоненькую соломину, когда остается, мы закладываем другим концом. Это так. Еще хочу рассказать, что еще есть соединение соломы тонкую у толстую, толстая на тонкую. Соединяем. А еще есть соединение унахлёст. Мы расщепляем, видите, соломка, вот так расщепляем соломка в соломку, и она тогда замацовывается.
И хочу показать, вот, как делать винт. У меня вот такие круглозубцы. И вот так вот я роблю винтик. Хто хоче навчитися, можете глядіти мой ролик, а можете приїжджати до мене у Лілюки, у наш центр культури, філіал, і там я вам научу вас, а не то приезжайте у Ивья, у центр ремесел, там я вам так само могу поучить приехать до вас и поучить. Приезжайте группами, приезжайте по одному, индивидуально, расскажем, покажем и научим.